Мы мы здесь собрались сейчас не для того, чтобы устраивать очередной митинг. Митинг состоялся вчера. Мы сегодня собрались здесь, чтобы дать оценку тому, что произошло вчера ночью за стенами нашего парламента. Я хочу предоставить слово нескольким участникам вчерашнего митинга и людей, которые возмущены тем, что было вчера. Ну, меня, к сожалению, вчера на митинге не было, но я следила за всеми действиями, за всеми выступлениями и за всем, что творилось здесь по интернету. Я сразу могу признаться в этом. Вы, наверное, можете меня в этом упрекнуть, но, видимо, такие у меня были обстоятельства. Но я что хочу сказать, я глубоко возмущена, и я думаю, что таких, как вы и мы, таких, наверное, немало, просто не все имеют доступ к тому, чтобы прийти и выразить свое отношение к тому, что здесь вчера, можно сказать, в потемках вдруг депутаты абхазского парламента, нашего родного парламента, мы же за всех этих людей мы голосовали, я лично голосовала, и я очень разочарована, но наше разочарование это ничего в сравнении с тем, что может произойти дальше. Мы надеемся мы всегда надеялись на дальновидность, так скажу я, на то, что наш народ всегда знал, что думал о будущем. И почему вчера вдруг вот эта группа депутатов, которая под смех, под какие-то непонятные вообще разговоры, это все ведь записывалось, и мы все это видели, и как они себя вели, я поражена, хочу вам сказать. Сегодня еще мы вспомнили вот с моими друзьями о том, что когда-то в 1931 году Абхазию, которая имела, вы знаете прекрасно, статус социалистической республики, ввели в состав Грузии на правах автономии, и это было сделано тоже вдали от абхазского народа, вот в Тбилиси или в Батуми. То есть тогда тоже получается так, что лидеров Абхазии, истинных лидеров, они их ставили в такое положение, что они вынуждены были принимать вот такие решения. Сегодня, когда вдруг все вы абсолютно, и мы с вами, и я не знаю, даже, наверное, еще многие люди будут говорить о том, что мы выступаем против России. Это неправда. Мы никогда не выступали против России. Это действительно наш стратегический партнер. Наши интересы совпадают. И я уверена, что в высших эшелонах российской власти люди не хотели бы иметь недовольный или же какой-то вот соседа, который будет ему не доверять. Понимаете это? Я думаю, что ничего страшного не произошло. Есть очень много законов. Когда-то в Советском Союзе мы были, теперь мы в другом государстве. Если и были какие-то причины, на которые действительно согласились наши депутаты, вот эти 26, да? 24 человека, 25 человек, которые проголосовали за это. Надеюсь, что это было до конца неосознанным шагом, и они могут исправить это положение и остановить эту ратификацию. Я думаю, не остановить, а развернуть или пересмотреть. Потому что тот пункт, о котором мы все время волнуемся, говорит о том, что это одна из ценнейших частей абхазской земли совершенно будет не принадлежать нам. И я не думаю, что президент России будет за это. Понимаете?